Гарнизон построен и готов к праздничному параду. До его начала министр внутренних дел генерал Алханов верхом на лошади провел финальный смотр, здороваясь с каждым подразделением. После этого на автомобиле времен Великой Отечественной войны в Виллисе сюда прибыл глава Чечни генерал-майор Рамзан Кадыров. Товарищ глава Чеченской Республики, личный состав Грозненского гарнизона на торжественный парад, посвященный 70-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, готов докладывать генерал-лейтенант полиции Алханов. Вольно! Вольно! Ассаламу алейкум! Как и во многих городах России, парад, посвященный 70-летию со дня Великой Победы над фашистской Германией, начался ровно в 10 часов. За ним наблюдали тысячи людей, в их числе и те, благодаря кому страна сегодня отмечает День Победы. Рамзан Кадыров поздравил и тепло поблагодарил фронтовиков и всех защитников Отечества. Поздравляю вас с 70-летием победы в Великой Отечественной войне. Советская армия очистила нашу страну и Европу от гитлеровских захватчиков и спасла мир от фашизма. Огромный вклад в Великую Победу несли славные сыны чеченского народа. Они доблестно сражались на всех фронтах, совершали подвиги, которые вошли в историю как пример мужества и отваги. Признанием героизма защитников Кавказа стало присвоение Грозному звания «Город воинской славы». Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Сегодня вы продолжаете славные боевые традиции старшего поколения. По призыву нашего первого президента, героя России Ахмада Хаджи Кадырова, вы стали на защиту Родины от международного терроризма и ваххабизма, сорвали попытку западных спецслужб развалить нашу страну, отстояли целостность России. 11 лет назад на боевом посту, принимая парад Победы, героически погиб Ахмад Хаджи Кадыров. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Ахмад Хаджи ушел непобежденным. Мы не забудем Ахмад Хаджи и всех героев, отдавших свои жизни ради мира и процветания Чеченской Республики и России в целом. У врагов России нет ни единого шанса. На защите Отечества стоит сильная и отлично подготовленная команда настоящих воинов и патриотов, готовых выполнить самые сложные задачи. Дорогие друзья, уважаемые ветераны, в День Великой Победы я желаю вам счастья и мирного неба над головой. С праздником вас! Аллаху Акбар! В свою очередь, министр внутренних дел Руслан Алханов отметил, что чеченцы на фронтах Великой Отечественной войны внесли большой вклад в разгром фашистской Германии. В этот день, 9 мая, мы, как и вся наша страна, с гордостью и с волнением отмечаем историческую дату – 70-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне. Фашистская Германия вероломно, без объявления войны, напала на Советский Союз. Все как один стали на защиту Отечества. Среди тех, кто героически воевал в рядах Красной Армии, в партизанских отрядах, проявляя в боях с оккупантами мужество и героизм, были и наши земляки. Они сражались под Москвой, Ленинградом и Сталинградом. Одними из первых приняли бой, защищая Брестскую крепость. В этот день с болью в сердце от невосполнимой утраты мы вспоминаем первого президента Чеченской Республики, героя Российской Федерации Ахмада Абдулхамидовича Кадырова, отдавшего жизнь за мир и счастливое будущее своего народа, а также 1500 наших боевых товарищей, которые отдали свои жизни. Сразу после началось самое интересное. Из мощных динамиков в центре Грозного послышались голоса немецких солдат. Затем последовали стрельба и взрывы, после которых клубы дыма заволокли всю улицу. Открыть огонь по цели 21. Такой приказ поступил от командования Первого Белорусского фронта. Цель 21 – это Рейхстаг, стратегически важный объект для фашистов. Красная армия штурмовала его 3 раза. Если первые 2 попытки не увенчались успехом, то после 3-го боя, продолжавшегося до позднего вечера, часть здания была захвачена советскими войсками. Артподготовка, взрывы гранат в ближнем бою, свист пуль. Идет ожесточенное противостояние. Техника, оружие и даже форма точно как в 45-м. Однако все это происходит в центре Грозного и спустя 70 лет после известных событий. Театрализованное
постановка показала, взять главный очаг немецкой агрессии было нелегко, но это означало наступление Великой Победы, стоившей миллионных жертв. Здание судебного департамента на время превратилось в ту самую неприступную крепость немецкого парламента. По историческим данным, там было 500 комнат, что усложняло штурм. Но, как и тогда, 2 мая, Знамя Победы все же водрузили над Рейхстагом. Сразу после перед президиумом прошла колонна пленных немецких солдат в сопровождении красноармейцев, которые тут же бросают флаги и оружие. Впереди полковник советской армии, руководивший операцией по взятию Рейхстага, а в быту подполковник Артур Сайдаев. К слову, все задействованные в постановке сотрудники чеченского МВД. Для них участие в реконструкции того исторического дня стало своеобразной возможностью почувствовать вкус победы и пережить эмоции, которые 70 лет назад испытали их деды. Для меня важно сегодня, в этот праздничный день, участвовать в этих мероприятиях. Это шанс прикоснуться к истории. Вдвойне важно, потому что мой родной дедушка участвовал в Великой Отечественной войне и не вернулся. В торжественном марше, посвященном 70-летию Великой Победы, принимают участие сотрудники правоохранительных структур, МЧС, военнослужащих внутренних войск и Минобороны. Свирно! Торжественному маршу! Воротно! Направо! Фу! Равнение направо! Шагом! Марш! Открывает парад колонна барабанщиков, курсантов Суворовского училища. Затем знаменная группа аппарата МВД по Чеченской Республике. Пешим строем выдвигаются бойцы силовых подразделений. Впервые в этом году здесь будут участвовать не только строевые и специальные подразделения, но и районные отделы внутренних дел. Участники парада – это в основном бойцы, которые имеют многочисленные боевые ведомственные награды, участвовавшие во многих спецоперациях. В параде задействованы 2500 сотрудников. Четким шагом правоохранители прошлись по главной площади столицы. Равнение направо. На трибуне глава региона генерал-майор полиции Рамзан Кадыров, министр внутренних дел по Чеченской Республике Руслан Алханов, боевые генералы, командиры подразделений. Вместе они прошли долгий путь к миру и созиданию, принимая участие в сложнейших специальных мероприятиях, результативно выполняя свой служебный долг. По мирному небу Грозного пролетает штурмовое авиационное звено Су-25 на высоте 250 метров. Скорость полета 600 км в час. Сегодня Министерство внутренних дел по Чеченской Республике имеет в своем распоряжении все необходимые силы и средства для успешного выполнения задач, поставленных руководством страны и республики по защите наших граждан от преступных посягательств. На площади имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, торжественно проезжает бронетехника. «Тигры», БТРы, БМП, системы «Град», бронемашины «Уфсин» и новые «Зибры» российского производства. В это же время в воздухе пролетает смешанное звено вертолетов Ми-8 и Ми-24. Высота полета 200 метров, скорость полета 100 км в час. По проспекту Кадырова идет бессмертный полк. Люди несут транспаранты с портретами и фотографиями своих родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. Намерение принять участие в шествии День Победы выразили 1000 человек. Участники акции – это родственники фронтовиков, активисты общественных организаций, волонтеры регионального корпуса 70-летия Победы, школьники и студенты. В 2014 году бессмертный полк прошел в 500 городах и в 7 странах.
С вертолета с высоты 1400 метров 4 парашютистами Федерации парашютного спорта Республики сразу после шествия были совершены прыжки с флагами Победы России и Чеченской Республики. За ними наблюдал глава региона. Рамзан Кадыров отметил красочное выступление спортсменов. Затем состоялось возложение цветов к мемориалу памяти павшим в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Ветеранов войны сегодня поздравляет весь мир. Они уже немногословны в речах, однако помнят об одном – они герои. Поздравляю вас с праздником Победы в Великой Отечественной войне. Праздник бывает разный, а это праздник особый. Почему он особый? Во-первых, мы одержали победу. Никого мы не попадали, на нас напали Гитлер. Почему? Как одержали победу? Потому что один за всех, все за одного. Сплоченность. 16 Советский Союз Республик дружно сражался с Гитлером и победили. Лозунг такой был. Все для победы, для фронта во имя победы. На защиту Родины уходили большое количество наших земляков. Их нету. И праздник – это воспоминание защитников Родины и в то же время радость о том, что люди остались живыми после всех их трагических событий. Долг наших нынешних и будущих поколений на веки веков сохранить память о тех, кто героически сражался с оружием в руках, самоотверженно трудился в тылу, строил, укреплял великую державу. Луиза Андеева, Ясмина Гацаева, Муслим Типаев, Джамлел Хаджалиев. При поддержке пресс-службы главы и правительства. Новости.